эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В селе Катанах Чурапчинского улуса введена новая школа-сад. Глава региона Айсан Николаев поздравил жителей села с этим событием. В России могут сократить число заповедников. В связи с этим поднимут зарплату их сотрудникам. В Якутии увековечат память выдающегося сына народа Саха Гавриила Колесова. Глава Якутии Айсан Николаев подвел итоги работы в Чурапчинском районе. Он посетил долгожданное открытие школы-сада Катанахского наслега. После сгорания прежнего здания школы в течение 5 лет жители села ждали это радостное событие. Новое здание имеет 90 мест для школы и 25 мест для дошкольного образования. Глава республики поздравил детей, учителей и жителей наслега и вручил сертификат на приобретение автобуса. Сейчас, конечно же, с вводом такого замечательного объекта, школы-сада, я уверен, что из Катанахской школы будут в дальнейшем выходить такие же замечательные люди, которые всегда здесь были. Это родина наших великих людей. Школа носит имя народного писателя Талана. В этой из ее стен выходили выдающиеся ученые, деятели спорта, культуры Якутии. И уверен, что и в дальнейшем эта традиция будет продолжаться. Также Айсан Николаев посетил церемонию запуска газа в селе Деринг. Там зажегся факел, знаменующий начало газификации второго по численности населенного пункта в Чурапчинском улусе. Первые семьи уже подключились к сетевому природному газу по программе социальной газификации. Население села составляет более 1000 жителей. Подведение газа к границам земельного участка для граждан будет бесплатно по программе социальной газификации. На сегодняшний день завершены работы по выведению 480 газопроводов, вводов. В дома первых семей уже запущен газ. 500 тысяч тонн цемента произвело с начала этого года производственное объединение «Якутцемент». Это рекордный показатель за всю 50-летнюю историю предприятия. Выйти на новый уровень производительности «Якутцемент» удалось вводом в 2018 году 3-й вращающейся печи. К тому же якутский цемент активно используется при строительстве важнейших объектов республики, например, онкологического республиканского центра. Именно туда направилась полумиллионная по счету тонна цемента, которую решено было отгрузить в торжественной обстановке. Год-то начинался для нас, как сказать, маленько пессимистический, что мы планировали вообще только где-то выйти на 360 тысяч. А потом в течение года вот это все пошли стройки, строительство. В общем, очень много дорожники брали у нас, золотари хороший объем брали. И вот мы уже с февраля месяца, как пошел завод полностью работать, так вот и это. В Якутске продолжает работу форум Дальневосточного федерального округа «Государственное управление про людей-2021». Поддержку проекту оказало Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Участие приняло более 300 человек, в том числе и представители всех субъектов округа, Центра управления и правительства регионов. Цель форума – поделиться успешными и современными практиками государственного управления и распространить их в своих регионах. Центры управления регионов, региональные проектные офисы сегодня так или иначе являются либо фронт-офисами, либо внутри системы работают. И вся эта работа нацелена на людей, на то, чтобы сервисы, услуги, жизнь на территории была лучше. Одна из тем нашего форума как раз управленческие инструменты. Мы смотрим, обмениваемся лучшими практиками, изучаем, какие инструменты помогают принимать решения в условиях неопределенности. Вот вчера мы даже потренировались немножко с командами, и каждой команде была поставлена задача за короткое время, буквально за 20 минут, выработать решения, которые они считают оптимальными. Поэтому вот именно такие инструменты сейчас очень востребованы. Проект моста через реку Вилюй в Якутии прошел госэкспертизу. Длина его составит 1657 метров с 2 судоходными пролетами с обеспеченным габаритом по 126 метров в ширину. Проектная стоимость составляет 33,5 миллиарда рублей. Строительно-монтажные работы намечены в период с 2022 года по 2026. Этот мост станет самым крупным мостовым переходом на федеральной трассе Вилюй на территории Якутии.
Между тем, на федеральной трассе Вилюй открыто движение по 2 ледовым переправам. Так, транспортные средства общей массой до 4 тонн могут переправляться на 660-м километре и на 807-м километре. Увеличение грузоподъемности ледовых переправ до 10 тонн запланировано с 10 декабря. Также 3 декабря планируется открытие ледовой переправы через реку Алдан, Хан-Дагомегин, Алдан. Ориентировочный срок открытия ледового автозимника через реку Лену, Якутск, Нижний Бестях 5 января следующего года. Однако, исходя из фактического состояния ледового покрова, дата открытия может быть скорректирована. Министерство природы России может сократить количество заповедников в стране. Таким образом, планируется укрупнить их. Это приведет к ликвидации 20 особо охраняемых природных территорий и сокращению штата на 412 человек. При этом средняя зарплата работников должна вырасти и достичь уровня среднего показателя по регионам. Далее предлагается создать 8 объединенных дирекций из 25 заповедников и нацпарков. Например, объединенная дирекция «Заповедная Якутия», куда войдут нацпарк Ленские столбы, заповедники Алепминский и Усть-Ленский. В Якутии вновь участились случаи нападения бродячих собак на людей. Очередное происшествие зафиксировали сегодня в Якутске. Как и в начале недели, инцидент произошел в районе Арктического государственного агротехнологического университета. Наша съемочная группа выезжала на отлов безнадзорных животных с сотрудниками пункта их передержки. Подробности далее. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как прохожий, возможно, школьник, отбивается от собаки с помощью сумки. Затем к бродячему животному присоединяются еще несколько псов. Отбиться от агрессивных животных удается только с помощью других прохожих. Как только об инциденте стало известно, на место вновь выехала спецбригада по отлову безнадзорных животных. По словам жильцов близлежащего дома по улице Красильникова, собаки давно нашли убежище под их домом и постоянно терроризируют. Кажется, они еще и размножаются по домам. Очень боимся. Особенно, когда выходим выбрасывать мусор. Там постоянно ошивается свора собак, разбрасывает мусор по всей округе. Все их боятся. Они представляют большую угрозу, могут накинуться на детей и беспомощных стариков. Голодные псы, сравнимы с волками. Работники пункта передержки выходят на смену вот с таким приспособлением. Веревочная петля – это один из самых гуманных средств для отлова. Но попасть под дом и применить ее на деле не удается. Вот, дверь у них заперта на замок. Собака вот там лежит. Мы не можем зайти и поймать их. Через такую маленькую дырку мы не сможем залезть. К этому времени из-под дома уже соседнего здания выходят 2 собаки. Так как бродячие животные никого к себе не подпускают, работник начинает их подкармливать. И вот тут в ход идет второе средство для отлова – дротики. Как показала практика, и этот способ не всегда действенный. А вот использование бригадами ружей, стреляющих снотворными, вызывает шквал критики у населения. Одни считают, что это негуманно, другие вовсе думают, что животных расстреливают. Поэтому в пункте передержки воздерживается от использования ружей. Здесь постоянно ошивается свора из 10-20 собак и представляет угрозу как для детей, так и для пожилых. Это очень опасно. Вы же видели, что произошло возле Агату. Возле конюшни вообще невозможно пройти. Собаки специально там людей поджидают и кусают. Вот с нашего дома, говорят, укусило 2 человек. Очень сложная ситуация. Надеюсь, сейчас их отлавливают. Очень опасная для жизни человека, особенно для детей. За полдня бригаде все-таки удалось поймать одну собаку в районе Агату. Ее отправят в пункт передержки, вакцинируют, стерилизуют, чипируют и вернут на место отлова. А вот агрессивных собак, которые покусали людей, ждет пожизненное содержание в пункте передержки. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Якутск. Столбик термометра ниже 50 градусов опускается вот уже несколько дней в Аймиконском Улусе. Сегодня актированный день не объявили только в райцентре в Аймиконе и Ючугее. Там зафиксировали минус 57. В Артыке и Сарданохе минус 56. В Тамторе и Терюте минус 54. Температура для аймиконцев привычная. Все службы работают как обычно. Только заметно меньше людей на улицах. Более 350 учащихся сельских школ Аймиконского района сегодня учатся дистанционно.
Сегодня в Уснейре наблюдалась температура минус 51 градус. Временами даже доходила до минус 52. По району наблюдалась температура до минус 55 градусов. Над нами стоит большой обширный антициклон. Однако с востока наблюдается циклоническая деятельность. У нас будет падать давление. И к завтрашнему дню должно потеплеть. Однако это потепление ненадолго. Буквально на 1-2 дня, после чего опять придут наши северные морозы. В Якутске обсудили вопрос увековечивания выдающегося сына народа Саха Гаврила Колесова. Гаврил Гаврилевич вошел в историю тем, что внес большой вклад в культуру республики. Именно он исполнил Аланхо Платона Аюнского «Нюргун Ботур» стремительный в 9 песнях в своем непревзойденном стиле, которые в последующем стали записью в грамм-пластинке. Помимо этого, Гаврил Колесов был очень талантливым артистом, который умел перевоплощаться в разные роли. В следующем году заслуженному артисту РСФСР, народному артисту Якутии, лауреата госпремии имени Аюнского исполнится 90 лет со дня рождения. Планируется ряд важных мероприятий. Это установление госпремии имени Колесова лучшим исполнителем Аланхо, открытие памятника на территории Международного арктического центра эпоса и многое другое. Он исполнитель, он хороший рассказчик, он драматист, он литератор, он автор многих книг. Вот поэтому его имя мы не должны забывать, мы не должны отдать в забвение. Поэтому совершенно правильно общественность и, в общем-то, работники культуры, искусства сейчас стараются обращаться к правительству круги, чтобы увековечить навсегда память об этом великом человеке. Вышла переизданная книга известного якутского писателя Иннокентия Михайловича Сосина «С Ленских берегов» с рассказами о подвигах якутских солдатов на фронтах Великой Отечественной войны для школьников. В переизданную версию книги вошли около 80 рисунков учеников Амгинского и Мегино-Кангаласского района. Презентация прошла в онлайн-формате, где приняли участие дети и внуки героев книги из разных уголков России и мира. Над новой версией работали дочери писателя Октябрина Иннокентьевна Сосина и Дарья Иннокентьевна Захарова. Школьники отмечают, что вдвойне интереснее читать рассказы, когда в них вошли рисунки их сверстников и друзей. Я очень горда этим, то, что он мой дедушка, то, что он писал такие хорошие рассказы, стихи. И наша семья очень рада, то, что вот эта вот книга очень переиздана, и туда вошли картинки и рисунки учеников Амгинского лицея и Майской школы. И еще раз скажу, я очень рада. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.